Доброе утро всем тем, кто встречает утро вместе с нами. В эфире передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня уже четверг, дни идут очень быстро. Сегодня 16 января. Да. Да. И мы хотим вам сразу напомнить, что компания НВК «Саха» готовится к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Наверняка все уже знают, что мы собираем письма с линии фронтов. Это те письма, которые ваши дедушки, прадедушки и родственники и близкие писали в 41-45 годах. Пожалуйста, отправляйте копии этих писем к нам на электронную почту utro.nvk@mail.ru или прямо на адрес нашей редакции Орджоникидзе 48, кабинет 201. Также хотели бы напомнить, что у нас в прямом эфире работает номер WhatsApp, по которому вы можете передать привет своим родственникам, друзьям, ну или нам. Да, поделиться тем, что у вас новенького, что хорошего сегодня происходит. Да. Но я думаю, самое время перейти к интересным датам сегодняшнего дня. Начиная с 2001 года, по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле, в пещере, где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий Битл – Ринго Стар. Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, битлы впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов. В настоящее время The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. И 16 января в честь этой знаменитой группы проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четверки. А меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством битлов. Так что, друзья, помните, all you need is love, все, что вам нужно, это и любовь, и пусть сегодня песни битлов поднимают вам настроение. Но также сегодня, 16 января, отмечают свой профессиональный праздник ледовары. Это все заливщики льда, и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы. Вообще, дата для этого праздника выбрана не случайно. Именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел рисуй-фейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках. До этого аппарата лед изготавливали, укладывали вручную. Процесс варки льда очень сложный, занимает несколько дней. Лед укладывается и разглаживается в несколько приемов и под разными температурами. Так что сегодня и спортсмены, и тренеры, и просто любители ледовых видов спорта могут поздравить ледоваров с их профессиональным праздником и сказать спасибо за вклад этих людей в их спортивные победы. Друзья, ну а сейчас, наверное, пришло время узнать, какая погода нас ждет сегодня. И сегодня спонсором нашего прогноза является магазин «Милан». Давайте послушаем. Милан рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ Рио, 2-й этаж. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 25, минус 35, минус 19, минус 29 днем. В Заречных минус 25, минус 40, днем минус 20, минус 38. В южных Улусах минус 19, минус 34, минус 18, минус 23 днем. В Вилюйских Улусах минус 17, минус 22, днем минус 16, минус 21. В Нижнеленских минус 26, минус 31, днем минус 26, минус 29. В западных Улусах минус 13, минус 17, днем минус 11, минус 18. В Колымо-Индигирских Улусах минус 7, минус 49, представьте себе. Минус 19, минус 32 днем. В Янских Улусах минус 28, минус 47, днем минус 28, минус 38. На северо-западе минус 20, минус 29, днем минус 26, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градусов, атмосферное давление 753 миллиметров ртутного столба, ветер переменный 1,3 метра в секунду. Днем ожидается минус 26, минус 28 градусов. Ну что ж, минус 26, минус 28 в Якутске, но это не повод расслабляться и раздеваться. Друзья, следите за своим здоровьем, одевайтесь потеплее. Ну что ж, совсем скоро, с 23 по 26 января в Красноярске пройдет международный турнир Гран-при Ивана Ярыгина. И мы поехали в Центр спортивной подготовки в «Триумф» и увидели открытые схватки в рамках этапа подготовки.
В Центре спортивной подготовки «Триумф» в зале борьбы проходят открытые контрольные схватки в рамках подготовки к международному турниру «Гран-при Иван Ярыгин». В день открытия турнира двери были распахнуты для всех желающих увидеть борьбу воочию. Ну и, конечно же, хочется взять комментарий у Александра Савельевича, исполняющего обязанности главного тренера сборной нашей республики. На Гран-при Иван Ярыгин у нас по регламенту попадает 4 борцов. Это Михаил Иванов, Ариан Тютрин, это 57 килограммов, Виктор Рассадин, 65 килограммов и 97 килограммов Максим Толмачев. Ну, в Турции проводились международный турнир. Выступили Ариан Тютрин 61 килограммов, Виктор Рассадин 70 килограммов и Петр Константинов в своем весовой категории 59 килограммов. Прошел чемпионат Белоруссии. Владислав Андреев 9-й раз выигрывает чемпионат. И Нургун Скрябин, к сожалению, проиграл в финале. И Андрей Бекрунев стал третьим. Прошел чемпионат Киргизии. Там у нас выступили Андрей Аронов и Аял Лазарев. Аял Лазарев, как вы знаете, вернулся в большой спорт и будет бороться за лицензию на игры в Токио. Вот они выиграли чемпионат Киргизии. И наш один-единственный участник в Иране от России, Нургун Александров, тоже выиграл вот этот турнир международный кубок Кахти. Резерв у нас есть, это молодые ребята Иванов Игулан, Григорьев Парскал. Там тяжи у нас есть, вот появились неплохие ребята, Иванов Даниил, Николаев Парскан и многие другие, как бы. И братья Копыловы есть, вот молодежь тоже. Я занимался где-то 3-4 года. Я сам из Верхоневлюска. Учусь в училище Олимпийского резерва, 2-й курс. Я занимаюсь вольной борьбой, потому что физически и духовно я развиваюсь. И хочу достичь своей цели, высокой цели. Пожелаем нашим легионерам успехов в предстоящем турнире. Максим Гоголев, Илья Жараев. Новый день. Ну что ж, после таких сюжетов гордость разбирает. Будем ждать победных схваток в Красноярске. Друзья, как мы уже ранее сказали, сегодня в Якутске потеплело 26-28. Ну а где тепло, там и возможность возникновения ОРВИ и ОРЗ. Давайте послушаем, что говорят наши горожане о том, как они поддерживают свой иммунитет. Заниматься зарядкой и ягоды кушать наши. Бруснику, например, морс постоянно даю. Малину можно. Мед свой из одуванчиков тоже полезно. Витамин С принимать, наверное, супрадин, что-нибудь такое, кушать лимон. Фрукты есть, пить витамины. Заниматься спортом, питаться правильно, принимать витамины, какие-нибудь добавки. Есть побольше фруктов и овощей. Пить витамины, заниматься спортом. В частности, ходить в бассейн. Я планирую, например, раз в неделю ходить. Вообще так-то 2 раза. Вот у меня дочка ходит 2 раза в неделю и уже меньше болеть стала. Хожу пешком, на автобусе не езжу. Вот я живу на Тургенево, иду сюда за газетами. Надо больше гулять и меньше нервничать. У нас же хорошая природа, и воздух-то у нас хороший. Особенно зима, так это вообще благодать. Еще раз здравствуйте. Ну что ж, это утро мы хотели бы начать с зарядки. У нас в гостях Андрей Слепцов, тренер по боксу. Доброе утро. Доброе утро. Ну и так, расскажите, с чего же начать утро, с каких упражнений? Когда вот только мы проснулись, тогда надо сначала дыхательной гимнастики. Обязательно. И как мы это будем делать? Вот, расслабляемся, вдох, делаем вдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. То
То есть надо потянуться. Выдох, расслабиться, да? расслабляемся. Ага. Второе упражнение на плечевой сустав. Ага. На раз 4 делаем вращательные движения руки вперед. Раз, два, три, 4. И также назад. Раз, два, три, Этим 4. самым мы пробуждаем наш организм. Закончили. Руки на пояс. Следующее упражнение. Упражнение тазобедренного сустава. Вращение. Раз, два, три, 4. И в правую сторону. Раз, два, 3. Андрей, зарядку делаете каждый день, да? Ну да, у нас это у спортсменов как бы это обязательно делать, эту зарядку, чтобы раньше проснуться, подготовить организм к предстоящему дню, нагрузкам. Вот ребята еще учатся, поэтому они просыпаются вовремя, делают зарядку, завтракают. И дальше... И во сколько они просыпаются? Они в 6:30, 7 уже умываются, там уже 7 уже в строю. Ну, почти как мы. Ага. Далее что мы делаем? Коленный сустав обязательно. И внутреннюю сторону 4 раза также. Ага. И внешнюю сторону. Раз, два, судя по нашему региону, у нас 4. вот колени именно, да, слабая зона. Да, да, у всех спортсменов обязательно суставы надо разминать перед нагрузкой, подготовить. И кисти рук обязательно у боксеров это самые травмоопасные кисти. Обязательно надо их хорошенечко разогреть. Перед тренировкой обязательно надо кисти размять. Сколько сейчас учеников ВОР? У нас тренируются больше 20 боксеров чисто в нашем отделении. Там у нас поступают с 8 класса чемпионы республики, одаренные ребята. Отбираем. Вот недавно сделали учебно-тренировочные сборы. Именно хотели посмотреть одаренных ребят. И со всех улусов пригласили. И там сделали сбор. Там кушали, жили, все довольные были. Так. В этом году уже мы примерно знаем, кого отобрать. И летом тоже лагерь будет, и там тоже пригласить. И там окончательно уже осенью будет известно. Далее, какое упражнение мы делаем? Далее вот садимся на правую ногу, растягиваем. Я вот знаю, что недавно поехала в Москву делегация, да, из девочек, боксер? Нет, Дальний Восток. Владивосток поехали. Вот. На Дальний Восток. Мандатную комиссию прошли. Сейчас, с сегодняшнего дня уже начинают боксировать. Ну, пожелаем успехов нашим юным спортсменкам. Растягиваем. Все, закончили. Далее, какого упражнения? Мельница, ноги на ширине плеч. Вытянутые руки. Какие широкие у вас плечи. Раз, два, 3, 4. Раз, два, дорогие телезрители, 3, надеюсь, вы повторяете 4. эти упражнения и просыпайтесь вместе с нами. И, наверное, скорее всего, это будет завершающее. Прыжки на месте. Прыжки на месте. И вдох-выдох. Как в начале, да. Завершаем обязательно дыхание. Андрей, спасибо большое, что проснулись вместе с нами, разбудили наших телезрителей и показали, какую зарядку надо делать по утрам. Спасибо вам за приглашение. Ну, Андрей и Максим молодцы, размялись, сижу тут тихо завидую, как вы там просыпаетесь. Но надо продолжать эфир, друзья. На днях, в рамках Дня Российского дня печати, представители министерств и ведомств отметили лучших из лучших в сфере журналистики и в сфере печати. Мероприятие прошло в республиканском медиахолдинге. Давайте посмотрим. День российской печати – это профессиональный праздник для любого представителя прессы. В этот день традиционно отметили лучших журналистов. На торжественном мероприятии приняли участие главы министерств и ведомств региона, руководители республиканских газет и журналов, ведущие журналисты Якутии.
Каждый год мы действительно отсюда выходим с большими стопками вот таких вот благодарственных писем, грамот. Это значит, что действительно мы делаем и трудимся во благо общества. И я думаю, это очень здорово. Нам очень приятно, и хотелось бы поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником. Символично, что первый праздник после Нового года – это День российской печати. Этот праздник имеет давние традиции. Трудно представить себе Якутию без прессы, без обилия информации. В этот день свои заслуженные награды получили отличившиеся журналисты, издания и фотографы за свои достижения в 2019 году. Сегодня получил высокую награду. Пользуясь случаем, тоже благодарю своих коллег за столь большой наградой. Спасибо моему руководству, моему коллективу. Всем счастья, добра, радости. И я очень рада, что оценили наш труд. С нашего издательства очень много людей получили благодарности, грамоты. И отличниками стали и печати, и культуры. Также в День российской печати по традиции был организован бал прессы, где лучшие представители профессии получили премии. Наталья Колесова, Александр Сепцов. Новый день. Ну что ж, сердечно поздравляем наших коллег. Ну что ж, друзья, да, поздравляем коллег. И хочется передать привет, пришедший нам на WhatsApp. Сегодня у моего дяди Федотова Спартака 90-летний юбилей. Представляете, друзья, 90 лет. Родные и близкие поздравляют Спартака, желают ему счастья, здоровья и еще долгих и долгих лет. А родные и близкие очень рады, что в их среде, в их семье есть такой долгожитель. Спартак, мы поздравляем вас, долгих лет вам и здоровья. Да, присоединяемся к поздравлениям. С 8 по 11 января 2020 года успешно прошла 24-я республиканская научная конференция «Конкурс молодых исследователей» имени академика Ларионова и Никиге Харды. Представляем вашему вниманию Алешу Собакина, ученика 5 класса среднеобразовательной школы номер 31 города Якутска, который участвует в данной конференции впервые, но уже стал дипломатом 2-й степени в секции химические науки в этом году. Я хочу представить свою тему «Природные краски с растительного сырья». В этой теме содержится 2 способа получения красок из листьев, цветков, ягод, лишайников, и так далее. Я выбрала эту тему, потому что я случайно в интернете прочитала то, что большинство людей страдают аллергией на искусственные краски. Мы узнаем то, что у некоторых растений есть, они умеют выделять краски из себя. И этим древние люди пользовались, чтобы украсить себя, свое жилище, оружие, и так далее. Лишайник, разный вид выделяет разные краски. Например, лишайник золотянка выделяет ярко-красный цвет, а вот испанская лопастянка выделяет коричневый цвет. НПК я начал с 1 класса заниматься, первый в классе. Самый первый НПК это было про одуванчик рогоносный и способ получения из него меда. Мы получили мед, но у пчел это получается лучше, чем у людей. Чтобы получить какую краску? Мед из одуванчика рогоносного нужно было сначала убрать стебель. После этого стебеля нужно было желтые лепестки отобрать, положить в специальную миску. После этого мы добавляли воду, просаживали через сито, получалась субстанция. К нему мы добавляли сахар, много сахара, перемешивали в течение каждые 10 минут вроде бы. И спустя
спустя 1 день получался мед. Мы решили сделать НПК про полезные свойства этого растения, про его корни, ну и так далее. А уже после этого мы начали делать природные краски из растительного сырья, сделали много опытов, и так я попала на республиканский. Ну, я планирую сделать из лишайников какое-то, ну, лекарство, может быть. Вот я слышал про одного человека, ну, я забыл его имя, но он здесь вроде бы работал и продавал с помощью лишайников лекарства специальные. Что ж, мы показали вам прекрасные картины и, продолжая тему культуры, хотим сказать, что в учреждениях культуры Якутии зафиксировано 7 миллионов 100 тысяч посещений. Как ранее отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, рост посещаемости учреждений культуры строго контролируется федеральным центром. По большому счету его можно назвать едва ли не главным показателем работы наших театров, библиотек, музеев, домов культуры и других учреждений культуры. По плану нацпроекта «Культура» в 2019 году в учреждениях культуры Якутии должно было быть 6 миллионов 600 тысяч посещений. Показатели в Якутии заметно превзошли. Ну что ж, это радует, значит, общекультурный уровень растет. Друзья, ну а сейчас пришло время поговорить о делах насущных, о делах земельных. У нас сегодня тема «Дальневосточный гектар», и Николай Андреевич Бурнашов, руководитель департамента, расскажет нам об этой программе. Итак, сколько же было предоставлено земельных участков в рамках этой программы? Когда она была запущена? Пару лет назад, по-моему, да? Доброе утро, Евгения, Доброе Максим. утро. Да, я хочу сказать, что пошел уже 3-й год действия настоящего федерального закона, и за весь период, это начиная с 1 июня 2016 года по декабрь 2019 года, подано 22 553 заявления от граждан Российской Федерации. Вот, ну, как бы среди такого большого процента заявлений, да, то есть всего по 8664 договорам заключены заявлениям заключены договора безвозмездного пользования. Большой процент у нас идет, как вы видите, по отказам, это 7576 заявлений. А почему были отказы, Ну, отказы у нас были в связи с тем, что эта система, она как бы проходит наладку, да, со временем, она совершенствуется, да, то есть и в тот период, да, вот эти участки, которые граждане выбирали по дальневосточному гектару, они, были недоступны. к сожалению, были, как сказать, недоступны, да, либо они подпадали под уже существующие земельные участки, то есть на которых уже были правообладатели, и в связи с чем, то есть в связи с накладками, предоставление становилось невозможным. Вот, ну, как вы видите, также у нас сейчас вот много очень заявлений находится на
в процессе подписания договора, то есть граждане выбрали земельный участок, все документы как бы оформили, но почему-то еще находится в процессе подписания Николай, договора. расскажите, как же можно использовать дальневосточный гектар? Да, ну дальневосточный гектар можно использовать так, как вам заблагорассудится. Вот сейчас как раз у нас есть информация на экране, да, о статистике использования, видимо, возможностях. Да, здесь вот, да, отражена статистика как бы освоенных земельных участков. То есть на сегодняшний день у нас как бы большое количество предоставлений идет, да, но люди пока еще, ну, видимо, не собрались или только начинают, то есть, задумываться о тем, чем они будут заниматься на гектаре, да. Вот. Но есть среди этих людей граждан, то есть те, которые уже определились с тем, как будут использовать, то есть уже налажено производство на них, либо они построили для себя жилые дома. То есть это же как от людей зависит, как они расторопны, да, по надобностям, да. Мне вот интересно узнать, территория нашей республики, да, сколько вобрало именно население республики и из других регионов? Ну, такая статистика не ведется, да, во сколько именно жители республики получило гектар. То есть на нашей территории могут получить любой человек. Вот. Вообще даже мы, находясь здесь, можем выбрать себе земельный участок где-нибудь в Бурятии. Вот. Да. Они вот недавно за Байкальским краем вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Приморье, допустим. Поэтому здесь как бы можно на Сахалине, то есть и они также могут на нашей территории выбирать земельные участки. Вот, поэтому тут география, она... Можно не ограничиваться одной нашей республикой, а взять что-нибудь в Приморье, да? Николай, смотрите, но вот этот дальневосточный гектар можно ли как-то в собственность переоформить? Или это остается за государством? Да, это вот одно из нововведений. Вот получается, если гражданин выбрал вид разрешенного использования, как строительство жилого дома, да, либо ведение личного подсобного хозяйства и будет строить себе жилой дом, то есть он вправе, да, после завершения строительства, после оформления документов на жилой дом, переоформить указанный земельный участок себе в собственность до истечения 5-летнего срока. То есть пораньше, да? Да, то есть пораньше, да. То есть, ну, это как бы большой плюс, может прописаться там, то есть жить. Ну, государство идет навстречу, это очень хорошо, да? Смотрите, ну а в таком случае подведение инфраструктуры может быть возможно? Да, государство и органы местного самоуправления оказывают поддержку в подведении инфраструктуры. Здесь как бы большой акцент делается на, во-первых, кучность расположения указанных земельных участков. Если есть у нас какая-то такая агломерация, да, вот, состоящая из 20 и более граждан, которые в одном компактном месте, получается, выбрали себе земельные участки, да, и это место расположено не далее 20 километров от населенного пункта, то здесь оказывается, да, поддержка по строительству инфраструктуры. Такие работы на сегодняшний день у нас начаты в 4 агломерациях. Это село Булун Амгинского улуса, село Партизан Намского улуса, село Антоновка Нюрбинского улуса и село Павловск Мегин-Кангаласского улуса. То есть в 18-19 годах здесь проводились работы по оформлению, получается, проектно-сметной документации, ну и, соответственно, на 2020 год запланировано строительство дорог. Ну, то есть можно взять и открыть свою деревеньку, да? Да, осталось совсем чуть-чуть. И расскажите, какие обязанности имеет человек, который... Самое главное, да, вот сейчас уже подошел 3-летний период использования первых, да, земельных участков, и люди должны подать декларации. Это самое главное. То есть доказать, что они действительно используют свой гектар. Да. Ну что ж, Николай, спасибо, что вы пришли к нам этим утром и рассказали очень полезную информацию. Друзья, так что если вы еще хотите заняться сельским хозяйством или отстроить свою личную деревню, пожалуйста, следите за программой «Дальневосточный гектар». Вы смотрите канал НВК Саха, с вами программа «Новый день». Сегодня четверг, 16 января, и мы очень надеемся, что вы выспались.
Что ж, и к нам пришло очень приятное сообщение. Уважаемые наши любимые работники НВК «Саха», новый день, добрым, бодрым утром, отличного рабочего дня нам пожелали и вам также. Ой, спасибо большое. Друзья, ну на такой хорошей ноте, я думаю, стоит узнать, какие хорошие новости на сегодняшний день у нас есть. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением увеличить сумму материнского капитала, а также продлить саму программу до 2026 года. Цитирую. Выплачивать его необходимо уже с рождением первенца с 1 января 2020 года, а также увеличить размер на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка, сказал глава государства. Путин также подчеркнул, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Вместе с тем Владимир Путин объявил о радикальной конституционной реформе. Президент предложил внести ряд важных поправок в Конституцию страны. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Глава республики Айсен Николаев считает предложения, которые озвучил Владимир Путин, чрезвычайно важны для Якутии. Послание впервые провели в начале года. Как подчеркнул президент, это сделано, чтобы быстрее приступить к решению важных национальных задач. Ключевых моментов в послании президента несколько. Первое – это, безусловно, новые меры поддержки социальной семьи с детьми, программы борьбы с бедностью, увеличения доходов населения. Они очень важны для нашей республики, особенно вот те меры, которые будут реализовываться в части поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, в части повышения материнского капитала, в части возможности уже выплат материнского капитала на первенца в семье. То есть это достаточно революционные подходы. И, конечно же, для нашей республики, которая всегда отличается высокой рождаемостью, я считаю, что эта мера еще послужит еще дополнительным стимулом для того, чтобы многодетных семей у нас становилось больше, во-первых. Во-вторых, чтобы термин «многодетная семья» не становился, к сожалению, синонимом «бедная семья», что до недавнего времени у нас, к сожалению, это было. Глава Якутии также считает важными направления в области здравоохранения и образования, которые отметил Владимир Путин в своем обращении. Меры, которые сегодня принимает республика по этим направлениям, находятся в русле федеральной программы, подчеркнул Айсен Николаев. Помимо этого, руководитель региона отметил важность конституционных мер, озвученных Владимиром Путиным. Цитата. «Считаю, что они давно назрели и с точки зрения усиления демократических процессов они абсолютно необходимы», подытожил Айсен Николаев. Пожалуй, не менее обсуждаемой новостью стало то, что Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил членов Кабинета министров за совместную работу и выразил удовлетворение ее результатами. Цитирую, хотя и не все получилось. Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом Кабмина, пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме. В тот же день Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Еще максимум недели депутаты ее будут рассматривать, а далее должны вынести свой вердикт. Накануне президент провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес его кандидатуру, сообщили в пресс-службе Кремля. Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года. Ему через 1,5 месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Не переключайтесь, впереди еще очень много важной и интересной информации.
Приключения розовой чайки и ее друзей, жизнь через 30 лет, экологическая сказка. Проблема экологии давно стоит острой, и чтобы ситуация действительно менялась в лучшую сторону, нам необходимо воспитывать экологически просвещенных новых поколений. На днях в Музее «Россия. Моя история» состоится презентация эко-сказки. Об этом нам расскажет Анастасия Дарбасова, эколог-общественник, член женский лиг экоактива, корреспондент Вести Тудей. Далее идет Сайнара, ученица 4 класса. И Лидия Сыроватская, председатель женского совета Губинского округа города Якутска. Ну, тема животрепещущая. Да. Замечательная сказка. Вот у нас здесь есть, по-моему, первое ее издание. Да? Расскажите, как возникла идея, для чего создавалась и писалась эта история? Ну, ко мне обратилась вице-президент Артик Леди Союза женских организаций Туяна Андреева. И она предложила написать сказку. Я очень быстро согласилась, но оказалось, сказку писать сложно, не так просто. Но у нас все получилось. Благодарю за это, за доверие Союз женских организаций. А идея – это Туяны Андреевой. Она ее несколько лет вынашивала. Да. И поручила вас создать вам. Да? Ну а в чем была сложность, какие-то особенности? Кажется, что сказки что легко, сел, придумал. Ну, сказку по техническому заданию, во-первых, да, писать немножко сложнее. Получается, там есть какие-то определенные экологические проблемы, какие-то герои. Поэтому нужно было в рамках этого далеко не уходить, писать сказку. Ну что ж, коротенько, да, о чем эта сказка? Сказка, получается, о розовой чайке. Это очень важный символ, да, для севера, для Арктики. Почему она розовая? Потому что такая есть очень редкая птица. Очень редкая. Кушает креветки, да? Редкий вид птицы, обитающий у нас на севере. Она является символом надежды, веры, любви. И поэтому именно мы взяли розовую чайку. В какие приключения она попадает? Вот эта розовая чайка, ее друзья, это обитатели нашего севера, Арктики, они попадают в портал, как любят сейчас дети, и оказываются в 2050 году, через 30 лет. И там они видят, как... К чему привело бездумное обращение с природой, да? Да. Эта сказка заставляет задуматься детей. Ну вот Сайнара у нас сегодня не случайно в нашей студии. Прям, я вижу, не терпится тебе с нами поболтать. Я так понимаю, что Сайнара одна из первых прослушала эту сказку, встретилась с вами. Сайнара, расскажи, кто из героев сказки тебе больше всего запомнился и почему? Мне все понравились. Да, а есть кто-то вот самый любимый? Там есть олененок, есть чайка, есть девочка, да? Кто? Розовая чайка. Самая главная героиня. А чем она тебе запомнилась? Почему понравилась? Потому что она очень добрая и дружелюбная. Хорошо. Да? Вот смотри, твои коллеги по эфиру сегодня так назовем, да, говорят, что это очень важная с точки зрения экологии сказка. Ты ее прослушала, почитала. Что думаешь, как нужно относиться к природе? Надо относиться очень хорошо, потому что без природы мы не можем жить. А как это можно делать? Вот каждый день, как нужно заботиться о Отлично природе? ты скажи, что ты делаешь ради того, чтобы сохранить природу? Я не мусорю. Все очень просто. Можно просто собирать мусор в баке, да? Ты кому-нибудь из своих друзей рассказывала про эту сказку? Нет. Надо рассказать одноклассникам хотя бы. Одноклассники слышали сказку? Ну, какую проблематику несет, по большому счету, какие темы вот по тех заданию необходимо было осветить в этой сказке? Ну, получается, сказка испокон веков служила как бы жизненным... легкой форме, да, формам. Да. Дети слушали сказки, они хотели подражать героям, быть похожими на них. А она знакомит с обычаями, традициями и законами жизни, которые существуют у нас в мире. И вот через такую доступную форму дети познают, что, оказывается, существует вот такое вот. И самое главное, какие действия, шаги можно предпринять. Ну, тезисно, что нужно делать, чтобы сохранять природу? Это все описано в сказке. Ну, вот не мусорить, как Сайнара сказала. Ну и самое главное, получается, суть сказки, то, что все взаимосвязано со всем. Нет уж ничего лишнего в природе, в мире, что мы должны ее беречь, конечно.
Лидия, ну в эту субботу состоится презентация, скажем так, официальная презентация сказки, которая пройдет в Музее России «Моя история». Что приготовили? Кого ждете? Ну, данная замечательная сказка дает начало в нашей республике экопросвещения для будущих поколений. И мы очень рады, что именно вот 18 января состоится такая вот грандиозное историческое событие, именно презентации первой экосказки. Благодаря нашей Анастасии Дарбасовой, таланту ее, да, мы благодарим ее за столь замечательную сказку. И будут у нас Министерство экологии, члены-корреспонденты Российской экологической академии Якутского регионального отделения. Да? Я сама являюсь членом-корреспондентом вот Якутского регионального отделения. Также будет у нас Союз женских организаций. Мы очень благодарим Анжелику Андрееву за поддержку именно вот экопросвещения, да, будущих поколений. На встрече с Николаем Валуевым мы ставили этот вопрос, да, что действительно нашему региону нужно вот это направление, начиная с будущих поколений, чтобы наши детишки знали, как беречь нашу природу. Да? Ну и будут у нас конкурсы, игры для детей, handmade будет, выставка. Такая ярмарка. Да, ярмарка. И мы пригласили наших замечательных мастеров, которые предоставят даже настольный театр данной сказки, да, и желающие могут приобрести, поиграть дома, да, и даже будут моменты, когда из натуральных природных материалов будут созданы определенные герои, да, и воочию можно это увидеть. То есть все интерактивное, все да, живое. Вы принесли вот сегодня картинки, с собой расскажите. рисунки детские. Давайте скажем нашим телезрителям, что это. Ну, мы с этой сказкой как для апробации пошли в школы. Мы были в 31-й школе, 18-й, 34-й школе коррекционной, в 6-й школе, ну и так далее. И вот дети, слушая сказку, они воплощали, рисовали, как они ее видят. То есть это детские работы. Ну что ж, Анастасия, Сайнара и Лидия, большое спасибо, что пришли. Большое спасибо за вашу инициативу. Я надеюсь, что в субботу все пройдет хорошо. Спасибо. Вы смотрите «Новый день». Я думаю, что сейчас самое время вспомнить, какая погода ждет нас сегодня. Внимание на экран. Спонсор прогноза погоды – магазин «Милан». «Милан» рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ «Рио», 2-й этаж. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 25, минус 35, днем минус 19, минус 29. В заречных минус 25, минус 40, днем минус 20, минус 38. В южных минус 19, минус 34, днем минус 18, минус 23. В Вилюйских Улусах минус 17, минус 22, днем минус 16, минус 21. В Нижнеленских минус 26, минус 31, минус 26, минус 29, днем. В западных Улусах минус 13, минус 17, днем минус 11, минус 18. В Колымо-Индигирских Улусах минус 7, минус 49, днем минус 19, минус 32. В Янских минус 28, минус 47, днем минус 28, минус 38. На северо-западе минус 20, минус 29, днем минус 25, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 31 градус, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер переменный 1,3 метра в секунду, днем ожидается минус 26, минус 28 градусов. Ну что ж, друзья, сейчас у нас постоянная рубрика. Если вы находитесь в поисках работы, внимание на экран. Сейчас свежие вакансии. Итак, требуется фельдшер, образование среднее, профессиональное, в том числе начальное профессиональное, зарплата 60 тысяч рублей.
Требуется медицинская сестра кабинета, медицинская сестра инфекционного кабинета. Образование среднее, профессиональное, в том числе начальная профессиональная зарплата, также очень радует, 60 тысяч. И медицинская операционная сестра, сестра хирургического отделения медчасти ИК номер 7. Образование среднее, профессиональное, в том числе начальная профессиональная зарплата, также 60 тысяч рублей. Замечательные суммы, так что если у вас есть возможности и есть желание, устраивайтесь на работу. Сегодня мы расскажем вам о наиболее интересных кинопремьерах этой недели. Мировой кинематограф подготовил нам щекочущий нервы японский хоррор, а якутского зрителя ждет комедийный фильм Романа Дорофеева в нашей постоянной рубрике «Киноафиша». Смотрите киноновинки этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. По поводу продажи дома. Есть кто? Современное общество не в силах спрятаться от древних духов, а правила Вселенной находятся за пределами человеческого понимания. Вот главная философия японского хоррора, где призраки по традиции обитают там, где мокро и мутно. Привидение одето в белое, длинные черные волосы закрывают бледное лицо, походка медленная, и любого, кто сталкивается с таким злом, ждет мучительная смерть. Туда не ходили. Мне всегда казалось, что с ним что-то не так. Новое проклятие рассказывает о проклятом доме, где обитает таинственное привидение. Дом проклят, потому что там были убиты люди, и теперь боль жертв проявляется в мстительном духе. Сюжет разбит на несколько историй, которые переплетены, но связаны лишь одним – домом, где творится всякая чертовщина с призраками, которые не находят себе покоя и мстят живым. Также в прокате смотрите новый якутский комедийный фильм Романа Дорофеева. Уйбан, загуляв в городе, узнает о смерти больной жены. Возвращаясь домой, он заглядывает к своему старому знакомому, который предлагает ему жениться на вдове покойного брата. Главный герой на радостях соглашается и договаривается о женитьбе, но он еще не знает, что ждет его дома. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну что ж, а мы снова в эфире, вы смотрите «Новый день», и у нас новые гости, очень интересные товарищи. Тема «Юные спасатели», об этом нам сегодня расскажет Екатерина Герасимова, инструктор пожарной части 11 по Республике Саха-Якутия номер 40 по охране поселка Табага. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Владимир Байсуатов, ученик 11 класса Табагинской школы города Якутска, и Евгений Зуев, ученик 11 класса Табагинской школы города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Ну, Екатерина, естественно, первый вопрос вам, да, пожар, опасность, вот, не дай бог несчастья, как сейчас вы ведете работу со школьниками, чтобы предотвратить какие-то последствия? Ну, сейчас работа представляет собой проведение открытых уроков по правилам противопожарной безопасности, тренировочной эвакуации в здании школы. То есть мы приглашаем на День открытых дверей в нашу пожарную часть, проводим какие-то викторины на знание правил пожарной безопасности, устраиваем состязания по типу пожарно-прикладного спорта. Ну, вот,
Как часто встречаетесь с ребятами? Мы регулярно в течение всего года. Ну, то есть со всеми классами, со всеми этими мы работаем в течение года. А насколько личный состав пожарных частей задействован? Есть какой-то отдельный специалист по работе с молодым, скажем так, населением? Или все несут, скажем так, какую-то вахту? Нет, все несут свою вахту, потому что они же работают посменно по караулам. То есть чей караул приходит, выезд, те и работают. Они выезжают на пожарном автомобиле на тренировочные эвакуации, участвуют в тушении условного возгорания, показывают боевое развертывание. Когда дети приходят к нам в пожарную часть, они знакомят ребят с распорядком дня пожарного, показывают пожарную технику, рассказывают о принципах ее работы, то есть демонстрируют боевую одежду пожарного и средства индивидуальной защиты органов дыхания. А по наблюдениям, по вашим, какие вот из этих, скажем так, моментов самые популярные у детей? Посмотреть технику или тренировочно эвакуироваться из школы? Нет, конечно, детям маленьким они прям мечтают сесть в пожарную машину, потом им дают там подержать ствол, полить воды. Ну, это более к лету ближе. Конечно, вот это самое веселое. Ну, я бы сама тоже не отказалась. Да. Вот, ребята, расскажите, что вам больше всего запоминается, когда вот занимаетесь именно вот проблемой пожарной безопасности? Да, как вам преподают и что вам больше всего нравится? Ну, запоминается больше всего то, как вести себя в экстренных ситуациях, ну, как поступать вообще, как действовать, как должен поступать человек. Хорошо, ну давай навскидку буквально 3 момента. Если пошел дым непонятно откуда, что делать? Ты находишься, ну, допустим, в школе. Что делать? Ну, первым делом должен обеспечить себе безопасность, типа, ну, прикрыть рот чем-то, дышать. Затем? Ну, чуть пониже. Спуститься ниже, да. Потому что там свежий Ну, воздух. скорее всего, сыграет пожарная, да, вот этот звук. Да, и все дружно выходят на улицу. Евгений, нравится заниматься? Сколько уже ведутся у вас эти занятия? Ну, занятия ведутся еще с начальной школы, то есть, ну, знаем мы вот эти вот, ну, довольно давно уже занимаемся. Ну вот с нами сидят вообще-то герои, которые показали себя с геройской стороны Ребята осенью. очень скромные, но правда ли, что вы спасли человека этой осенью? Как это произошло? Расскажите. 8 ноября мы стояли в подъезде, ну, группой своей компанией, и, ну, житель нашего поселка сказал то, что по такой-то, такой-то улице, как бы по Терешковой, какой-то мужчина кричит о помощи. То есть там начался пожар, да? Да. Вот, ну, мы собрались, побежали туда. Евгений, что сделали, когда прибежали к этому, я так понимаю, частному горящему дому, да? Ну, мы первым делом как бы забежали в этот дом. Ну, недолго думая, мы начали его вытаскивать с этого дома. И все, мы оказали ему первую помощь. Ну, ребята очень скромно, тем не менее, у них есть вот такое благодарственное письмо. За чьей оно подписью? Читаем. Подпись вот расскажите, начальника вот какое первое государственной чувство у вас противопожарной было, когда вот службы. просто дом горит? Скорее всего, внутри вот полностью он пылает огнем или дымом переполнен. Вот как вы себя повели? Ну, вообще, наверное, ничего не видно, просто по голосу, наверное, или как? Да, первое ощущение такое, ну, как жалко. Ну, кричит человек, спасите, там, ну, так как не особо думаешь. Видимо, не было времени, просто, да, чтобы просто испугаться. И... Не, ну просто как бы были уверены в своих силах, физически подготовлены, мы бы как бы все равно бы смогли. Обошлось без потерь, главное? Да. Ну, вы молодцы большие, спасибо вам, что действительно такой героический поступок совершили. Катерина, ну, есть вот эти занятия, есть выезды в школы, есть четкий инструктаж, благодаря которому ребята, вообще, по-моему, не задумываясь о, скажем так, этапности действий, просто пошли, спасли человека. Вы приглашаете ребят к себе, демонстрируете технику, то есть заинтересовываете их. На ваш взгляд, какие еще, может быть, моменты надо добавить, чтобы лучше готовить детей к подобным ситуациям? Ну, наверное, чтобы они прям наглядно убедились, что пожар это очень страшно, было бы неплохо, если бы в программу обучения вносили именно экскурсии, то есть выделялся транспорт, и детей централизованно доставляли, например, в ожоговый центр и в дымокамеру. То есть в ожоговом центре они бы смогли посмотреть прямо на жертв пожара, которых удалось спасти, а в дымокамере они бы на себе ощутили, что такое непригодная для дыхания среда и нулевая видимость, и как в такой атмосфере вообще можно пытаться найти человека. Это, скажем так, такие драконовские методы, чтобы неповадно было со спичками играть. Действительно, какая-то статистика же есть, наверное, вот когда малыши
натворят делов, да, как говорится? Да, ведется, конечно. Ну, самая опасность это, конечно же, в школе. Если, допустим, ребенок запаникует, он, скорее всего, спрячется, да? Это должно довести до автоматизма, чтобы ребенок понял, да, Да, чтобы вот не терял голову. Да? Мы проводим, да, прям с дошкольниками еще работаем, со старшей подготовительной группы, но дети все равно маленькие, и осознанно они, конечно, зарубить Да. себе на носу этого не могут, поэтому мы занимаемся с ними в виде игр, а потом уже дальше укрепляем их знания в школе, когда они... Ну, это очень хорошо, Екатерина. Ну, и в конце нашей беседы, в конце нашей передачи очень хочется услышать пожелания от работников противопожарной службы ребятишкам, что можно, а что нельзя. Да, я бы хотела сказать об обратной стороне этого подвига. Это, конечно, очень отрадно, что ребята пришли на помощь человеку, попавшему в беду. Но нужно не забывать и о собственной безопасности, потому что, когда заходишь в помещение, заполненное дымом, это опасно для жизни и здоровья, и нужно знать четко, как себя вести. Спасибо большое, что Большое пришли. спасибо, ребята. Спасибо, Ребята, что вы просто проявили герои, героизм. молодцы. Ну что ж, я надеюсь, что пожаров будет меньше и будет меньше поводов кого-то спасать. Друзья, но мы с вами не прощаемся. Всего доброго. До свидания.